Каждое путешествие начинается с мысли, а может быть, стоит увидеть это своими глазами. Мы отправляемся в большое путешествие из Якутска на озеро Байкал. Не поездом, не самолетом, а своим ходом на машине. Вот и посмотрим, стоит ли преодолевать такой путь и сколько это будет стоить. Будем останавливаться и знакомиться с Читой, Улан-Удэ и Иркутском. На Байкале конечной точкой будет остров Ольхон. Жить будем в палатке. И это вторая серия из множества. Ожидание и реальность. В прошлой серии я показал шикарные апартаменты в Могоче. Чайник, вешалки, супра. А сегодня выезжаем из Могочи в 11:40. Погода с утра дождливая, но быстро налаживается. Дорога отличная. Горы и лес сменяются на зеленые поля. Сегодня пейзажи, как на заставке Windows. Вот это придорожное кафе «Забайкальская журавушка». Очень чисто и в целом вкусно. Обслуживают очень быстро. На четверых обед вышел 1020 рублей. Чита. Заселились в квартиру двухкомнатная, стоила 5957 рублей за 1,5 суток. Вечером, как приехали, поужинали и отдыхали. А следующий день начали со смотровой площадки. Мы уже 4-й день как путешествуем на Байкал, и мы сегодня в Чите. Чита – это город трудовой доблести. Во время Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах здесь, в тылу, люди трудились для нужд фронта. Сегодняшний день мы начали в Парке Победы. Здесь высажены деревья памяти героям войны. Здесь расположен пост номер 1, который выполняет героико-патриотическую функцию воспитания подростков. Действует он уже более 36 лет на мемориале «Боевая трудовая доблесть забайкальцев». Здесь школьники обучаются и несут вахту памяти в почетном карауле вечного огня героям-забайкальцам. На этом мемориале расположены таблички с перечислением производственных и хозяйственных мощностей, направленных на нужды фронта. Представлена боевая техника.
Так, что это? О, там вдоль, походу, эти воробьи поселились. Прикольно. Рядом с парком расположен Забайкальский ботанический сад. Хотели посмотреть экзотические виды растений, но для этого нужно было заранее бронировать экскурсию до обеда. После обеда очень жарко. И вся экзотика в оранжереях, куда можно заходить только с экскурсоводом. Мы туда не попали, посмотрели открытую территорию, множество видов хвойных, сад камней. В магазинчике можно купить горшечные растения. Красивое, спокойное место. Ель колючая, голубая. О, какая белая. Ель сибирская. Вот красивая елка. Фиалка пестрая. Большой такой кустик. Я смотрю, когда-то делала себе убежище в кусте. Дырка такая там была. Я туда залез, а там очень... Еще один пункт на сегодня — Читинский городской зоопарк. Тоже хорошее место. Работает до 6 вечера.
пациент шлепу держит заперти. Вот она сидит. Вот. Шлепа. Шлепа, ты жива? Журавль, скажи, нужно же подписываться на мой канал. Вот даже Журавль говорит то, что нужно подписаться, а ты не подписался. Журавль, а ты подписан на мой канал? Да. Даже Журавль подписан на мой канал. По городу больше не гуляли. Купили байкальскую клубнику и уехали на озеро, которое нам посоветовали местные. Мы приехали на озеро Кинон. Вот такая отличная погода для купания, а у нас плавательных трусов. Есть ты можешь в своих трусах. А чё, так можно было, что ли? Ой, сейчас волна будет. Пойду искать волну. Итого за 4 дня накатали 2198 километров, потратили 50 079 рублей, питание 18 867 рублей, топливо 334 литра, 18 580 рублей, жилье 11 482 рубля, развлечения 1150 рублей. Питание растет за счет ресторанов. Ужинали в ресторане «Звезда кочевника» и «Хинкали Хаус». Цифры ползут вверх, а мы едем в Улан-Удэ. Но это уже в следующей серии.